Здравствуйте. Вы смотрите «Трибуну нового века», «Трибуну депутата», программу, создаваемую при поддержке Государственного совета Республики Татарстан. Как всегда, в фокусе событий самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии, предложения – все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. Мобильность населения – это неотъемлемая часть глобальной экономики. По данным Международной организации труда, на долю Российской Федерации приходится до 48% от общего количества мигрантов на европейском континенте. И значительная часть переселенцев стремится именно в Татарстан. Динамичный и развивающийся регион, который отличают комфортные условия для проживания. Какие же проблемы с собой несет трудовая миграция? Насколько остро стоит вопрос культурной адаптации? Каким гостям в республике рады? А кого здесь не ждут? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти сегодня в программе «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Ну а провести этот эфир мне поможет мой соведущий, член Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, директор Дома дружбы народов Татарстана Ирик Ильдусович Шарипов. Здравствуйте, Ирик Ильдусович. Здравствуйте. Также в нашу студию приглашены Александр Анатольевич Чубаров, начальник правового отдела Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Добрый вечер. Артем Александрович Кузнецов, начальник управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Юрьевич Беляков, заместитель руководителя Департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики. Здравствуйте. Сергей Николаевич Миронов, заместитель начальника Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Здравствуйте. Николай Михайлович Владимиров, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Тимур Равкатович Кадыров, председатель Молодежной ассамблеи народов Республики Татарстан. Добрый вечер. Ирик Ильдусович, на сегодняшний день в Татарстане проживают представители 173 национальностей. Как показал опрос, проведенный Институтом социальных исследований и гражданских инициатив, одна из главных причин, по которой мигранты стремятся именно в Татарстан, это близкие языковые и религиозные особенности местного населения, которые способствуют более быстрой и удобной адаптации здесь, в нашем обществе. Ну и, конечно, мигранты отмечают комфортный межэтнический климат. А сложно этот климат сегодня создать в современных условиях? И насколько актуальны такие понятия, как терпимость и толерантность в современном обществе? Да, вот место Татарстана в миграционных процессах, оно особое, действительно привлекательный регион, и у нас есть свои особенности. Например, есть органы государственной власти, есть мигранты. Но у нас в Татарстане в этой дистанции посередине есть огромные институты гражданского общества в лице национально-культурных объединений. То есть 232 региональных и муниципальных национально-культурных объединения, которые в интересах своих народов, легитимно избранные лидеры, работают как с органами государственной власти, так и со своими соотечественниками. И это помогает создать вот эту особую ситуацию, когда мы можем принять большое количество мигрантов, трудовых мигрантов. Это не вызывает больших проблем в нашем обществе. Вот приведу пример. Мы в год принимаем 35-40 иностранных делегаций и делегаций регионов Российской Федерации, которые специально приезжают посмотреть, как все это устроено. И мне запомнился разговор с главой земли Тюрингия, Федеративной Республики Германия. У нас идет беседа, он говорит, мы в текущем году приняли 20 тысяч мигрантов, это вызывает у нас очень большие проблемы. Мы ему отвечаем, мы в текущем году приняли 350 тысяч иностранных граждан, поставили на миграционный учет, и это не вызывает у нас проблем. И по терминологии. Мы как-то постепенно отказались от термина терпимость и толерантность, потому что мы больше говорим о согласии в обществе, потому что эти люди нам нужны, и Ассамблея народов Татарстана, и сеть домов дружбы именно работает на то, чтобы было согласие в обществе, и этот механизм работает. Ну и самый интересный вопрос, вот кто автор вот такой ситуации, кто создал такую ситуацию в Республике Татарстан? И все-таки мы приходим к мнению, что это наша историческая традиция, это многонациональный народ
проживающие на территории Республики Татарстан. Мы веками жили так, и действительно мы веками относимся по-доброму к тем людям, которые сегодня к нам приезжают, и мы готовы с ними жить, сотрудничать, работать вместе. Главное, чтобы приезжали они с добрыми намерениями сюда. Да, конечно. Артем Александрович, наша республика занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по количеству мигрантов. В 2018 году поставили на учет 345 тысяч гостей из-за рубежа. Каковы ваши прогнозы на 2019 год? Такая тенденция сохранится? Нет, конечно, такого у нас не будет. В 2016 году у нас было порядка 260 тысяч всего лишь. В 2017 году стало больше из-за того, что у нас провели Кубок Конфедерации, это в первую очередь туристы приезжают. В 2018 году, понятно, рост до 335 тысяч, это опять-таки связано с чемпионатом мира. Но можно посмотреть цифры по другим регионам. Если мы возьмем Самару и Нижний Новгород, где проводили также Кубок Конфедерации и чемпионат мира, то у них цифры 260 и 280 тысяч, все равно ниже. Поэтому я так думаю, что в этом году без, может быть, такого большого наплыва именно спортивного туризма, но у нас в этом году будет ведь еще и WorldSkills, конечно, такого количества зрителей не будет, но порядка 300 тысяч у нас приедет. По первому кварталу мы уже превышаем прошлый год порядка 5 тысяч. Плюсом идет иностранцев. В первую очередь это, конечно, туристы, но и не забываемые о трудовой миграции, которые все-таки приезжают к нам. Потому что регион у нас один из самых развитых в России, работа у нас имеется, и люди с большим удовольствием, иностранные граждане, едут к нам поработать. Вот с трудовыми мигрантами как ситуация обстоит? Их больше становится, меньше или всегда примерно одинаковая цифра? Вы знаете, в момент, когда у нас было большое количество строек, это где-то с 2011 года по 2017 год, количество выданных патентов, оно у нас варьировалось там, от 3 до 7 тысяч, это плюс-минус. Если мы берем цифру с 2017 года, то было выдано 29 тысяч патентов. В прошлом году, с учетом, что мы закончили гораздо раньше других регионов строительство стадионов, у нас было 27 тысяч. То есть вот эта вот 1000 или 2, она именно задействуется вот на этой срочной, на быстрой работе. В этом году у нас таких строек огромных нету, и тем не менее количество выданных патентов выросло к прошлому году еще на целую 1000. Я беру только первый квартал. В 2018 году первый квартал было 4000, в этом году уже 5500 мы выдали патентов. Плюс нельзя не сказать про страны, визовые страны, те, которые приезжают к нам по квоте. Если у нас в 2015-2016 году было большое количество строек в Нижнекамске, строили завод аммоний в Менделеевске, было большое количество рабочих из Турции, из Китая. Сейчас данные стройки уже завершились, соответственно, меньшее количество вот этих вот рабочих из визовых стран присутствует на территории Татарстана. Александр Анатольевич, большая часть прибывающих в Татарстан иностранцев – это граждане Узбекистана, 47%, затем Таджикистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан. Давайте определимся, для чего эти люди приезжают в нашу республику. Они здесь ищут второй дом или все-таки Татарстан – это место временного заработка? Прежде всего хотел бы отметить, что действительно большая часть приезжающих иностранцев в Российскую Федерацию – это из стран ближнего зарубежья. Вы правильно отметили о том, что какова цель. Значит, Татарстан – экономически развитый регион. Поэтому основной целью приезда иностранных граждан в Республику Татарстан является вопрос трудоустройства. Кроме этого, значительная часть иностранных граждан приезжает для получения образования и с различными частными целями. Я могу привести вам только несколько цифр. Так, за 3 месяца 2019 года иностранные граждане заявили о следующих целях пребывания в Республике Татарстан. Трудовая – 15 737 человек, частная – 7 353 человека и учеба – 6 181 человек. 6 тысяч – приличная цифра. 6 181 человек. Но всем известно, насколько Татарстан обладает ресурсами учебных заведений, причем очень высокого уровня.
Ну, не могу не спросить про граждан, которые в свое время прибыли из Украины и в Российскую Федерацию, и в Татарстан в частности. Как обстоит, как сформировалась их судьба? Они остались в нашей республике, либо все-таки с течением времени и ситуация там успокоилась, они вернулись домой? Значит, могу отметить, что наибольший всплеск въезда на территорию Российской Федерации и в Республику Татарстан граждан из Украины приходится на конец 2014-го, начало 2015-го, ну и целый 2015 год. Конечно, большая часть приезжающих из Украины это с территории юго-востока Украины. Следует отметить, что за период с 2015 года, значит, на территории Республики Татарстан непосредственно прибыло и им было предоставлено временное убежище более 2000 человек. Из них большая часть, значит, примерно 1300 человек, получили гражданство Российской Федерации. Значит, по существующей упрощенной процедуре получения гражданства Российской Федерации. Отвечая на ваш вопрос, следует отметить, что эти люди, они нашли работу на территории Республики Татарстан, жилье, значит, они ассимилировались в нашем обществе. Значит, этому способствовала государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. И что касаемо, значит, количество приезжающих граждан из Украины, можно назвать несколько цифр. Хотя сразу скажу, что количество приезжающих из Украины в Республику Татарстан иностранных граждан, оно с каждым годом все уменьшается. Так, в 2015 году к нам прибыло 1340 человек, в 2016 244, в 2017 103 и за прошедший год 39 человек. То есть тенденция налицо. Тенденция налицо. Николай Михайлович, по данным Республиканского министерства труда, подавляющее большинство приезжих имеют лишь среднее или незаконченное, среднее специальное образование. Означает ли это, что здесь они занимаются неквалифицированным трудом? И по вашей информации, где же все-таки не в большей степени заняты? Я так понимаю, на стройках, а еще где? Ну, самые главные три направления уже было отмечено. Это строительство, потом торговля, потом частные цель приезда частные и учеба, самые главные направления. Знаете, Ассамблея народов Татарстана, в основном уставная деятельность в Ассамблее народов Татарстана – это сохранение и развитие родного языка, культуры, традиций и обычаев народов, проживающих в нашей Республике Татарстан. Но мы уже более 15 лет занимаемся, значит, на основании межведомственного соглашения о миграционными вопросами. Мы уже более 15 лет именно работаем иностранными гражданами, значит, властями и правоохранительными структурами. Тут я бы, значит, хотел сказать, вот, например, человек приехал из Узбекистана или из Таджикистана, из кишлака или из деревни, он приехал, тут трудоустроился, неплохо заработал, к нему неплохо, значит, хорошо относится, жить место есть. Естественно, по приезду к себе, значит, он своим, значит, односельчанам, своим землякам будет объяснить, говорить так, вот там, в Татарстане, в Казани можно зарабатывать, можно жить, к нам, значит, доброжелательно относиться. Все это передается, естественно, будут приходить и дальше, и дальше. Как было, значит, Артемом Александровичем сказано, ежегодно, вот, насколько я знаю, значит, более 15 лет эту информацию, работа иммиграционной службы, работа и ассамблеи, ежегодно по сравнению с прошлым годом поставленных на миграционный учет у нас растет. Я думаю, значит, это число все равно будет расти. Многие причины уже было названо. Мы экономическое развитие регион. Тут, значит, именно можно работу найти. И главное, если в течение года, в течение проживания у них какие-то проблемы появляются, они обращаются к руководителям национальной культурных автономии, а руководители национальной культурных автономий через председателя Совета Ассамблеи Фарид Халуча Мухаммедчина мы выходим, значит, в правоохранительной структуре, их проблемы тоже стараемся, значит, решать. То есть, значит, тут создаются для них комфортные условия, они будут приезжать.
Николай Михайлович, вот вы долгое время работали и в миграционной службе, а сейчас в общественной структуре Ассамблеи народов Татарстана. Вот ваш прогноз, какая ситуация с мигрантами будет через 5-10 лет и где они будут востребованы? Ну, главный, вот, значит, один момент уже говорили, учеба, например. За прошлый учебный год к нам приехало из 103 стран мира около 9 иностранных студентов обучались. А в этом учебном году к нам уже приехало из 113 стран мира около 12 тысяч студентов обучается. То есть количество обучающих иностранных студентов, как мы с ними работаем, мы дальше еще тоже скажем, значит, будут ежегодно расти. Естественно, раз, значит, тут на работу приехали, неплохо они работают, значит, в области строительства тоже будет расти. Но, естественно, значит, туризм, значит, этих целей тоже будут приезжать к нам. Тимур Равкатович, мы знаем, что для лучшей адаптации гостей из-за рубежа можно и выучить русский язык здесь у нас в Татарстане, изучить законодательство Российской Федерации, историю нашей страны. Какие еще методы существуют для того, чтобы наладить вот контакт между местным населением и прибывающими? Ну и молодежная ассамблея наверняка тоже делает важные шаги в этом направлении. Да, но специфика нашей организации, именно мы работаем с молодежью, в основном это с иностранными студентами, которые обучаются в татарстанских вузах. Как Николай Михайлович сказал, уже более 12 тысяч иностранных студентов за 2018-2019 учебные годы у нас здесь обучаются. И самое важное, выстроить здесь было системную работу с иностранными студентами, чтобы у нас иностранные студенты чувствовали себя комфортно. И также создавать условия для их и адаптации, и интеграции с местной молодежью. Для этого мы как раз, вот именно в плане адаптации, мы ежегодно в начале учебного года проводим с сентября по декабрь месяц встречи с иностранными студентами первого курса со всех вузов Республики Татарстан. Приглашаем представителей правоохранительных органов, приглашаем администрацию вузов, Дом дружбы и знакомим их с теми возможностями, которые сегодня есть у молодежи, знакомим их с председателями национальных культурных автономий, и Дом дружбы, и вот руководство национальных культурных автономий для них становится вторым отчим домом, куда они могут прийти с проблемами, которые они не могут озвучить там, в правоохранительных структурах, да, которые они не могут рассказать своим друзьям. И как раз здесь ассамблея и Дом дружбы являются для них таким общим отчим домом. Также мы проводим большое количество мероприятий именно для иностранных студентов, но не только для них, но и мероприятия, где они могут интегрироваться с местной молодежью. То есть мы проводим различные фестивали, форумы, проводим, вот как вы и говорили, вот есть экзамен по русскому языку, да, а для иностранных студентов сейчас проводится олимпиада на знание русского языка, и там тоже есть градация на студенты ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Также проводится олимпиада на знание законодательства Российской Федерации. Это тоже становится популярным и востребованным среди иностранных студентов. И вы, наверное, слышали, буквально недавно прошел всероссийская такая международная акция «Тотальный диктант», и там мы как раз уже на протяжении 2 лет были инициаторами того, чтобы в рамках тотального диктанта была площадка, где иностранные студенты могут писать диктант на русском языке. И для них придумали площадку «Труд» называется. Там в виде тестирования сначала они проходят определенное тестирование, и потом также пишут диктант на русском языке, отрывок из общего тотального диктанта. То есть таким образом мы создаем условия, чтобы иностранные студенты и учиться сюда приезжали, да, за знаниями, но и чтобы в свое свободное время мы им создаем так называемое 3-е место, куда это 2 места, это университет, это общежитие, их обычный каждодневный путь. Мы создаем 3-е место, досуговое место, где они могут себя реализовать и в творческом плане, и в каком-то общественном деле. И таким образом, ну, вот такая работа ведется у нас в республике сегодня с молодежью. Ну вот вы говорите, олимпиады, конкурсы, справляются наши гости с заданиями по русскому языку? Да, есть среди них победители, то есть также будут отличники награждены, отличники по тотальному диктанту будут награждены 6 июня, то есть да, на Дне русского языка, Дне родного языка. И у нас много победителей, на самом деле, есть из дальнего зарубежья. У нас есть, если говорить об насколько они справляются, яркий пример того, у нас есть студент из Конго,
из одной из африканских республик, который сейчас не только русский язык выучил, но он выучил прекрасный татарский язык. И сейчас с гастролями ездит не только по республике Татарстан, и в Башкирии, и в Ижевске он уже со звездами татарской эстрады дает концерты. То есть это вот яркий такой пример адаптации. Да, конечно. Роман Юрьевич, если говорить об условиях, которые созданы у нас в республике, имеют ли возможность мигранты, например, получить дополнительное образование, либо в своей профессии повысить квалификацию? Такие условия есть? Ну, прежде всего, я хотел сказать, что одним из важных аспектов развития Российской Федерации и нашей республики является то, что миграционная политика в последние годы стала одной из важнейших целей государственной национальной политики в Российской Федерации и в Республике Татарстан. И это повышает статус рассмотрения этих проблем на всех уровнях. Очень динамично развиваются отношения с Узбекистаном. Казахстан, Беларусь – это наши стратегические партнеры, союзники. Таджикистан, вы видели вот в ходе визита Владимира Владимировича Путина недавно в эту страну, заявила о готовности развивать образование на русском языке, там у себя дома, чтобы люди сюда приезжали с хорошим багажом, с хорошей подготовкой. И в этом отношении я думаю, что хорошие перспективы не только для тех, кто приезжает сюда за образованием. Тут много назвали цифр, я хочу добавить одну, что сегодня в вузах Татарстана почти 10 тысяч студентов обучаются из стран ближнего и дальнего зарубежья. Эта цифра будет расти, конечно. Приезжают сюда за хорошими знаниями, за добрым отношением. И в этом отношении мы с удовлетворением отмечаем и наш ректорский корпус, и профессорско-преподавательский, и наши студенты, коренные татарстанцы, выходцы из других регионов России, отмечают, что эти люди имеют всю необходимую инфраструктуру, языковую, значит, образовательную. У них равный доступ, как и у наших студентов, ко всем благам современной, значит, образовательной нашей системы образования Республики Татарстан. Но еще одну вещь я хотел бы отметить, о чем не говорили. Все-таки назвали цифру 173 народа, но большинство-то это коренные народы. Последняя советская перепись, которая состоялась в 1989 году, она нам дала, что 103 народа, советских тогда народа, проживали на территории ТССР. А вы назвали цифру 173. То есть большинство все-таки это те, кто здесь живет веками. В этом отношении я полностью поддерживаю те слова, которые сказал наш ведущий, наш уважаемый депутат, о том, что те традиции, которые и в Советском Союзе, и в дореволюционной России были, они помогают всем. Они помогают нам, они помогают мигрантам. А секрет, я возвращаюсь к началу того, что я начал сказать, секрет простой. Грамотная политика государства, это во-первых. Второе, это огромная поддержка со стороны институтов гражданского общества. Наша ассамблея, она одна из лучших подобного рода структур на всем постсоветском пространстве. Ну и позитивный пример людей, потому что у нас, слава Богу, слава Аллаху, очень много людей, которые стоят у руководства национально-культурных организаций, которые всем своим образом жизни, всеми своими позитивными делами доказывают, что дружба между народами Татарстана – это не миф, это реальность. И мы все будем делать, каждый на своем месте, чтобы это было так. Давайте поддержим эту мысль. И все-таки я хотел уточнить. Приезжает мигрант из Казахстана или Таджикистана на стройку, работать чернорабочим. Если у него появляется желание стать, допустим, не просто рабочим, а получить какую-то профессию в этой специальности, что ему делать, или имеет он возможность переучиться и повысить свою квалификацию? Ну, во-первых, я не соглашусь с вами. Те, кто приезжает из стран Евразийского союза, это не мигранты. Это ближний наш круг. Тем более с Белоруссией мы вообще как бы... Это одно государство, союзное государство, как бы там ни спорили о его перспективах. Я думаю, что все-таки из стран таких достаточно благополучных, а Белоруссия, например, Казахстан, в последнее время все больше набирает темпа Узбекистан в своем развитии, эти люди приезжают все-таки не на стройки, они не приезжают, значит, разнорабочими. Они ищут здесь, и многие находят возможности для реализации своего интеллектуального потенциала. Кто-то продолжает научную деятельность, потому что все-таки Татарстан – это уникальный регион, где интересный опыт, связанный с
межнациональными, межконфессиональными, кстати говоря, отношениями. Вот я знаю немало людей, которые приезжают сюда продолжать свою научную работу в разном статусе. Он там работает там, в Астане, или как сейчас, да, Нур-Султан город новый, да? Теперь уже, вот, или там из Минска. Или они здесь получают образование, поступают в аспирантуру федерального университета и так далее. То есть сегодня приезжие люди – это очень интересное сообщество. Мы его плохо изучаем. У нас не очень правильное представление, что это, значит, таджик – это обязательно брусчатку он будет класть. Но есть таджики, которые ученые, деятели искусства. И слава богу, что они вместе с нами работают во имя блага развития отношений между двумя нашими странами. Поэтому все очень быстро меняется. Я думаю, что этот процесс будет нарастать. Именно диверсификации профессионального статуса мигранта. Это и мы заинтересованы, и Россия очень заинтересована в том, чтобы к нам приезжали люди грамотные, подготовленные, и они находили себя в наших вузах, в наших учреждениях культуры. И я думаю, так оно и будет происходить. Не сразу, это непростой процесс, потому что все-таки немало было допущено ошибок в постсоветский период, в межгосударственных отношениях и так далее. Но все равно давайте будем надеяться на лучшее в этом отношении. Ну что ж, да, конечно. Вы знаете, мы как-то вот в общем говорим, что имеют ли такую возможность приехать к нам мигранты, обучаться или еще что-то. Но я бы разделил эти категории прям четко по потокам, у них абсолютно разные. Вот есть туристы, у них одна задача. Есть те, кто приезжает к нам работать и трудиться, у них вторая задача. Есть студенты, есть научные кадры. У них абсолютно разная адаптация, абсолютно разные задачи. И, как правило, то, что мы делаем, то, что делает Дом дружбы народов для тех, кто хочет здесь проживать, которые хотят здесь постоянно остаться, хотят адаптироваться, хотят влиться в наше общество, у них одна цель и задача будет, с ними работа одна. Вот эти вот трудовые мигранты, которые приезжают к нам поработать, они, как правило, приезжают на сезон, на маленький сезон. У него задача одна – приехать, легализоваться, официально получить разрешение на работу, патент, отработать 3-4 месяца, пока есть сезон, заработать денег, отвезти их к семье. Работать с ними по адаптации каким образом можно? Он даже не пойдет на нашу лекцию, ему это не надо. Ему надо быстрее заработать денег. И вот то, что мы говорим, что они будут ходить на какие-то лекции или еще куда-то, но, как практика показывает, им нужна больше юридическая помощь. Им нужно помочь, подсказать, где оформить какой документ, как правильно, чтобы вас не обманули, какие документы необходимы для выезда, какие необходимы документы для оформления. Вот с ними вот такие проблемы. Научные кадры, студенты – это люди, уже специально приехавшие в Россию, у них задача здесь ассимилироваться, либо получить какое-то образование. Давить на них, чтобы как себя вести в нашем обществе, этого делать не надо. Они сами с этой целью и задачей приехали. Но законы же они должны знать. Абсолютно верно. И вот то есть, с точки зрения законов есть как раз-таки определенные сложности. Человек, который приехал сюда с трудовой целью, у него в миграционной карте написано «цель въезда – работа». Для него большая проблема будет здесь остаться обучаться. Ему надо будет выезжать. Если это безвизовая страна, надо будет заезжать назад, писать новую миграционную карту, заполнять цель въезда – обучение. Если это визовая страна, то еще и приглашение нужно получить с целью работы. Вузы просто так на обучение никого взять не могут. На самом деле, при оформлении вот этих вот студентов, научных кадров, это очень сложный такой процесс. И миграционное законодательство, оно очень жесткое. Оно не просто жесткое, оно самое серьезное. Здесь нельзя как-то перескочить какой-то этап или как-то его обойти с другой стороны зайти, к сожалению. В нашей студии присутствуют курсанты юридического института. Наверняка тоже есть вопросы у молодых людей. Пожалуйста, возьмите микрофон, и мы вас с удовольствием выслушаем. Представьтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Слушатель 5-го курса КЮИ, младший лейтенант полиции Челикин Максим. Да, действительно, вопрос очень актуальный, что касается миграционной политики. Вот. Я думаю, нашим телезрителям тоже будет интересно узнать. Вот, хотел бы обратить внимание на проблемный вопрос. То есть, что мы, вот Республика Татарстан, может предложить в помощь, в содействие приезжим лицам с иностранным гражданством.
в освоении русского языка, татарского языка. Вот, культурные среды, понятно, у нас есть вот даже кинофестивали «Россия. Исламский мир», например. Вот, и существуют ли какие-нибудь новеллы, которые именно применяются у нас в Татарстане по вопросам интеграции, то есть сплочению межнациональному? Вот вопрос гостям. Ирик Ильдусович, может, начнете? Вообще, вопросы межнациональных отношений, национальной политики – это вопросы первоочередные для нашей страны и для нашей республики. Потому что, в первую очередь, вот президент ставил задачи, основные задачи перед страной. Первая задача – это демография. Почему такая миграция? Потому что в стране с демографией проблемы. И я всегда говорю на встречах с избирателями, вот кто повестку дня определяет в национальной политике? Да простые женщины и простые семьи. Плохая демография, мало детей. Вот Татарстан принимает 350 тысяч иностранных граждан. Они нам нужны, потому что мы сами не родили, не воспитали этих людей. Их физически нет среди нас, а они нужны, чтобы республика, экономика жила, развивалась. Поэтому в Российской Федерации принята стратегия национальной политики Российской Федерации. В Татарстане концепция реализации национальной политики. И в эту концепцию включено очень много вопросов, как по сохранению, развитию языков, культуры, традиций, как местных народов, так и права человека, и в том числе права тех людей, которые приехали к нам учиться, работать. Это очень системная работа. И, может, особенность Республики Татарстан именно в том, что вот есть органы государственной власти, есть миграционные процессы, но у нас очень хорошо развиты гражданские институты, которые являются значительной мерой, механизмом решения этих вопросов. Николай Михайлович, есть что добавить? Где вы учите русский или татарский язык? Нет, у меня сначала хотел бы я сказать насчет вот этих объединяющих праздников для всех народов. Вот я могу тоже с уверенностью сказать, что нет такого региона, который уже более 15 лет наша республика проходит 12 праздников ежегодно, более 15 лет. Первый это праздник, значит, Масленица славянских народов, потом, значит, Навруз тюркоязычных народов, потом Каравон русско-фольклорный, значит, потом Сабантуй, потом Марийский Симык, Удмуртский Грынбетон, Мордовский Балтай, Валдышинясь, Чувашский Ущук Уяв, Украинский Иван Купала и Крашинский Петров. Вот это 12 праздников в течение более 15 лет у нас при поддержке государства проходит. Естественно, туда мы приглашаем, там присутствует, участвует, значит, национальной культурной автономии Ассамблеи народов Татарстана. Там с ними, значит, именно организуется вот это объединяющее, значит, мероприятие, которые всех народов, чтобы, значит, показать культуру, искусство своего народа. Вот это праздники у нас регулярно идут, они в других регионах мы такого не видим. Мы все это вопросы, значит, вот именно занимаемся этими делами. Ну, значит, насколько я понимаю, важно жить общественной жизнью, не замыкаться только в своем общежитии или... Да, ну и пропорции все равно. Праздников 12, это республиканских, но локальных их побольше. Но на самом деле только в календаре Ассамблеи Дома Дружбы в течение года 600 различных мероприятий. Это далеко не концерты и праздники. Это встречи, это круглые столы, это приемы граждан. Если узбекское и таджикское общество в год принимает у себя в офисе 1500-2000 своих сограждан, они не приходят с вопросом, где нам спеть, где нам станцевать. У них бытовые, трудовые, образовательные вопросы. Это их жизнь с утра до вечера. И мы вместе решаем вот эти вопросы. Матвей, я тоже, да, конечно. Добавлю, это очень действительно хороший вопрос задал молодой человек, именно с какие новеллы есть. Мы еще сейчас работаем с иностранными студентами и по сохранению родного языка, и по изучению русского языка. Да? Вот, например, просто несколько примеров, да, вот по работе с иностранными студентами. Мы в прошлом году запустили такой проект, что мы среди иностранных студентов выбираем наиболее заинтересованных ребят, которые хотят стать блогерами. Да? То есть это сейчас популярно среди молодежи. И мы их отправляли по республике, то есть мы им по значимым местам для республики мы их везде отправляли, чтобы они вели свои блоки,
как на своем родном языке, то есть в том числе и иностранном языке, так и на русском языке. Есть у нас ребята, которые и на татарском языке, иностранные студенты вели свои и до сих пор ведут свои аккаунты. Тем самым они рассказывают о Татарстане, о культуре в России за рубежом. То есть тем самым популяризируя в том числе русский язык, национальные языки и популяризируя, ну, то есть мы тем самым позиционируем Россию и Татарстан за рубежом именно с позитивной стороны. Также у нас сейчас иностранные студенты ходят по подростковым клубам города Казани на сегодняшний день. В этом году мы планируем уже расшириться по Республике Татарстан в подростковые клубы. Иностранные студенты ходят и рассказывают про культуру, про историю своей страны на русском языке. Да? Соответственно, это тоже и им помогает в адаптации, и местное население больше, дети, в основном подростки, больше узнают, становятся более грамотными в этой, именно на вопросах международной повестки и вопросы изучения культуры. И еще один проект. Мы сейчас ходим с иностранными студентами, в том числе и с нашей молодежью, ходим по школам города Казани и проводим народные игры и забавы. Да, то есть сейчас мы знаем, что дети, молодежь очень активно сидят в интернете, особенно дети там находят игры различные, а нету сейчас такой культуры дворовой дружбы, может быть, да, то есть она постепенно уходит. И мы сейчас совместно с иностранными студентами ходим по школам, показываем им примеры, то есть проводим среди них соревнования, и играем с ними в национальные игры, народные игры и забавы, те, которые мы с вами в детстве, наверное, играли у себя во дворе. И это для детей становится новинкой. А такие тоже были. И сейчас это становится популярно, и сейчас уже нам звонят школы и просят, а можете вы к нам приехать на этой неделе или на следующей неделе. То есть сейчас эта потребность есть такая, и мы стараемся всегда смотреть, чем сейчас интересуется молодежь, и, соответственно, отвечаем на их вызовы и вопросы с актуальными современными проектами. Ну что ж, было бы желание, насколько я понимаю, научиться можно. Да. Значит, как Николай Михайлович, он молодец, он начал с того, чего он хочет сказать. Я тоже одну вещь скажу. Есть примеры у нас общероссийское значение, когда, например, в Казани работает автономная коммерческая организация «Новый век». Возглавляет ее Лилия Ахатовна Тайшева. Мы давние с ней друзья. Это прекрасный человек, очень позитивный, с огромным жизненным опытом. Так вот, уже многие годы она занимается тем, что, собственно говоря, нужно именно для миграционной политики. Она занимается социально-культурной адаптацией мигрантов. Через эту организацию в год проходит несколько тысяч человек, выходцы из других стран. Чем она помогает? Это печатная продукция. То есть приехал человек в Казань, в Россию первый раз. Памятку ему раздает, значит, сотрудники организации. Памятка, где пошагово расписано на родном языке, пока на родном, не на русском. Значит, как себя вести, куда он должен обратиться, адреса, значит, направление деятельности, значит, общественных организаций, миграционной службы и так далее. Дальше курсы. Курсы русского языка, курсы основ государства и права России, из нашей истории и так далее. То есть 2 года «Новый век» получает гранты Фонда президентских грантов Российской Федерации. То есть таким образом администрация президента, значит, этот замечательный фонд обозначает то, что делает «Новый век» в Казани, это имеет общероссийское значение. И это поддержка самого верха со стороны структур президента Российской Федерации. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Сегодня в центре нашего внимания проблемы мигрантов в Республике Татарстан. Во второй части программы обсудим статистику преступлений с участием гостей из-за рубежа. Продолжим обсуждение после короткой рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. И вновь на ваших экранах программа «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». О проблемах миграции. Сегодня актуальный разговор в большой студии ТНВ. Мы продолжаем. Артем Александрович, за последние 5 лет удельный вес совершаемых иностранными гражданами преступлений на территории Татарстана колеблется в районе 1%.
от общего количества преступлений. Какой вид правонарушений наиболее распространен среди приезжих? Имеют ли место нарушения закона, причиной которым стала неприязнь на национальной почве? Ну, вы действительно правы. Вот в прошлом году этот процент был 0,9. За квартал этого года 0,6. Если в абсолютных значениях, то это 76 преступлений на всю республику за один квартал. Но как можно сказать, что какая-то определенная национальность совершает какие-то определенные преступления? Ну, нет такого. Как правило, это вот из этих 76 львиная доля – это корыстные, имущественные преступления. И причиной чаще всего становится какая-то безысходность наших приезжих гостей. Человек приехал, не смог получить документы какие-то определенные для оформления на работу, или не смог купить билет, может быть, даже сам стал жертвой какого-то преступления, денег у него нету, не смогли ему помочь, вот не пришел он в Дом дружбы народов, не нашел он его каким-то образом, не помог ему Новый век, ассоциация правовая, ну не смогли ему помочь. И выбор у него какой? К сожалению, он так же, как и наши граждане Российской Федерации, принимает решение и идет на скользкий путь преступления. Но этот скользкий путь всего лишь 7-6 преступлений за квартал. Вот, поэтому выделить какие-то определенные преступления очень тяжело. При этом каждый год это количество преступлений падает. Связано это в первую очередь с тем, что в Татарстане очень плотно с иностранцами работают. Им предоставляют всю необходимую информацию, помогают в оформлении документов, и у иностранцев нет такой необходимости совершать данные преступления. Бывают, конечно, какие-то определенные всплески эмоций в своем круге. Посидели вместе, поспали, что-то вспомнили, кого-то обозвали и слово за слово взяли ножик и так далее. Но это редкости такие случаются, в принципе, в каждом национальном сообществе. Поэтому выделить что-то здесь нельзя. Если часто очень задают такой вопрос, который вы спросили, на национальной почве бывает или нет. Ну, вы же сами на свой ответ отвечали. 173 национальности в Татарстане. На какой национальной почве можем мы здесь что-то делить или с кем-то ругаться? Сколько у нас национальностей, сколько у нас религий, при этом слова о терпимости у нас тут нет. У нас идет полное взаимопонимание, поэтому я полностью исключаю, наверное, такие поводы говорить, что в Татарстане бывают какие-то преступления на национальной почве. И вот, наверное, важно проговорить. Это все-таки ложный стереотип, что мигранты создают дополнительный уровень, какой-то значительный уровень преступности. Это не так, и любой регион в цифрах показывает, что это не так. Я думаю, что да. Здесь ведь, наверное, все-таки стереотип такой, что от приезжих, от мигрантов имеется в виду рост экстремизма, терроризма, может быть, какой-то исходить, какая-то угроза. Но опять-таки это чаще всего связывают ведь с выходцами с Средней Азии, с Ближнего Востока, которые составляют не такой большой процент. Ну и потом, позвольте, а в этих странах тогда что, жить вообще нельзя, если они к нам это везут? Поэтому я думаю, все-таки это неправильная абсолютная угроза. У нас есть ведь и жители Российской Федерации, которые несут ту же самую угрозу. Поэтому здесь вот об этом говорить на территории Республики Татарстан абсолютно неправильно. Это преувеличенная угроза, да. Ее фактически нет. Да. Александр Анатольевич, зачастую проблемы мигрантов ведь могут возникнуть и от незнания российского законодательства. И здесь, конечно, как мне кажется, важно обсудить вопрос профилактики, который Республика Татарстан, процесс этот организует среди людей, которые приезжают к нам в Татарстан работать и учиться. Как эта работа поставлена? Что интересного можно отметить? Ну, абсолютно правильно отметили. В этом направлении ведется очень большая работа. Но прежде всего необходимо понимать, что вот помогая мигрантам адаптироваться в обществе, легально работать, мы сами создаем более комфортную, более безопасную среду. Значит, как Артем Александрович уже отметил, основным, так как я работаю в Министерстве внутренних дел, инструментом для создания профилактических мероприятий по нарушению как уголовного, так и особенно административного законодательства являются многочисленные мероприятия, связанные с разъяснением действующего законодательства. Дело в том, что законодательство миграционное в том числе, оно достаточно сложное. Вот. И поэтому Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, ну и в основном Управление по вопросам миграции,
ведет постоянную консультацию разъяснения действующего законодательства. Больше того, в управлении по вопросам миграции организован постоянный прием иностранных граждан. Значит, кроме того, рассматриваются письменные сообщения, сообщения по телефону, и даются исчерпывающие ответы в той или иной ситуации. Для того, чтобы как можно облегчить пребывание иностранных граждан на территории Республики Татарстан, сложившиеся трудные ситуации разрешить и тем самым создать более комфортную среду. Еще раз не могу не упомянуть о организации «Новый век», который работает совместно с Министерством труда, занятости, социальной защиты Республики Татарстан. Вот про те курсы, о которых вы говорили, они очень важны. Дело в том, что они на постоянной основе разъясняют в нескольких направлениях пребывания, законного пребывания иностранных граждан на территории Республики Татарстан. В том числе и, эти курсы, включают и права и обязанности иностранных граждан, предупреждение, преступных действий, экстремизма и даже, определенных заболеваний медицинских на территории Республики Татарстан. Поэтому это очень важный вопрос, он у меня тоже был заготовлен. Спасибо, что вы этот вопрос подняли еще раз. Да, это очень значимо. Если возникают какие-то насущные вопросы у человека, который приехал из другого государства, но попал в трудную жизненную ситуацию, где ему найти нужную информацию, куда позвонить, возможно, есть телефон горячей линии? Знаете, в первую очередь, это, конечно, Дом дружбы народов. Николай Михайлович больше расскажет. Вот вы сказали, там порядка 1500 человек на прием. Я каждую неделю принимаю порядка 40 человек, иностранных граждан. Ситуация бывает разная. Что-то оформить не могут, какого-то документа не хватает. Но сложности в основном бывают такие. Не хватает какого-то документа для оформления решения на время проживания, вида на жительство, гражданства. Его можно получить только в родном посольстве, либо выезжать надо к себе на родину. Но, к сожалению, мы все законодательство всех стран мира не знаем, а помочь могут только наши коллеги. Вот мы отправляем к Николаю Михайловичу. Николай Михайлович уже по представителям разных стран, они ведут консультирование, помогают. Вот без их помощи было бы нам вообще сложно, конечно. Николай Михайлович, как вас найти? Знаете, мы находимся в Доме дружбы, это по Улюхина 57, там в состав ассамблеи входит 37 национальных культурных автономий. У всех национальных культурных автономий там есть кабинеты. Мы там находимся. И еще дополнение к этому я хотел бы еще сказать. Мы уже более 15 лет с МВД и Управлением по делам миграции проводим круглые столы ежеквартально. Ежеквартально они властные структуры, правоохранительные структуры к нам приходят. Министерство юстиции, МВД все разъясняет, какие изменения в миграционном законодательстве, какие правонарушения были. Моим руководителям национальной культурных автономий и молодым лидерам, естественно, они потом на своих общих собраниях доводят своим соотечественникам, какие изменения произошли в области миграции, или по линии Министерства управления юстиции. Вот такую работу мы уже более 15 лет регулярно проводим. Это очень хорошо как-то принимается и руководителям национальной культурных автономий, и к нам, желанием приходят, правоохранительные и властные структуры. Тут я должен отметить, наши руководители национальной культурных автономий, они работают на общественных началах. Они зарплату никто не получает. Они именно, принимают, например, руководитель национальной культурной автономии узбеков Абдусаддоров Абдуманов ежедневно принимает по 10-15 человек. И, как было сказано, он потерял документ, а этому человеку в Москву ехать у него денег нету, а у руководителя национальной культурной автономии есть договоренность с посольством, собирает от 10 человек, нужные документы для получения справки на возвращение на родину. То есть, организованные идут туда. Схема уже отработана. Да, схема у нас отработана. Ассамблея и Дом дружбы хорошо представлены в интернете. Есть портал Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана. Каждый день к нам на сайт заходят более 1000 человек. Это как раз те люди, которые интересуются нашей работой.
К сожалению, время в прямом эфире ТНВ у нас ограничено. Игорь Кальдосович, буквально 2 минутки у нас остается. Вам, как представителю Государственного совета Республики Татарстан в этой студии, сегодня подводить итоги дискуссии. Как вы считаете, удалась ли она? Вопрос сложный, мы мало информированы об этих процессах, и сегодня мало что успели сказать. Но я бы хотел обратиться с теми словами, с которыми мы обращаемся к нашим детям. Вот уже 5 лет мы проводим уроки дружбы и согласия в Доме дружбы. Через них прошли уже более 40 тысяч семиклассников в Казани. Заканчиваем мы эти уроки следующими словами. Мы не призываем вас всех любить. Любовь может быть и безответной. Мы не призываем вас дружить со всеми, другом станет не каждый. Но умение жить в согласии в нашем многонациональном обществе, это должен уметь каждый. Замечательные слова. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, этот разговор был вам и полезен, и интересен. Вы смотрели программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». До встречи на ТНВ.